20 декабря на этом месте должны были ввести в эксплуатацию 11 новых многоквартирных жилых домов. Компания-застройщик еще весной заверяла жителей поселка, что все объекты будут сданы точно в срок. По факту недострои. Объясняя причину сложившейся ситуации, администрация поселка сетует на внешние факторы. У нас было очень дождливое лето. При этом лето очень короткое, было отставание от графика финансирования. Кроме того, мы не смогли обеспечить застройщику подвод инженерных коммуникаций. Мы заключили 20 декабря дополнительные соглашения о продлении сроков исполнения контрактов пока до марта 2017 года. Все эти наши действия были выполнены в соответствии с законодательством. А вот прокуратура оказалась другого мнения. По результатам проверки на законность действий сторон было установлено, что в 2015 году администрация поселка заключила 11 контрактов с застройщиком, а позже в них были внесены изменения в пользу последнего. И это при фактическом несоблюдении сроков строительства. По результатам проверки также установлено, что в рамках данных контрактов администрации поселения необоснованно были внесены изменения в договора, в связи с чем произошло необоснованное перечисление денежных средств в сумме 750 миллионов рублей. В связи с чем прокуратурой города Нерюнгри в адрес Следственного комитета были направлены материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела как в отношении главы поселения, так и в отношении его заместителя. Жители поселка, которые надеялись встретить Новый год уже в новых квартирах, находятся в отчаянии. Их аварийное жилье держится буквально на честном слове, а долгожданный переезд только откладывается. У меня в квартире промерзают уже полы. Полы леденючие, невозможно. Нам обещали новое, комфортабельное, теплое, уютное жилье. А вот это вот, но мы его не видим. Экс-руководитель проектов компании-застройщика Алексей Бураков, который лично обещал жителям поселка построить то самое уютное жилье, дал интервью одному из якутских интернет-изданий. На вопрос журналиста о громких заявлениях и обещаниях отвечает кратко: «Сейчас я там уже не работаю». А между тем люди продолжают жить в аварийных домах, которые составляют 90% всего жилищного фонда поселка. Администрация уверяет, что до момента окончания сроков программы по переселению, это сентябрь следующего года, все строящиеся объекты точно будут сданы. Как говорится в известной пословице, беда не приходит одна. Это случай яркое тому доказательство. Кроме срыва сроков переселения, Серебряный Бор могут ожидать и другие неприятные обстоятельства. Согласно некоторым данным, за каждый просроченный день администрация поселения будет выплачивать штрафы в размере более 1,5 миллиона рублей. Леонид Иванов, Анастасия Иванова, Виктор Нюстроев, Вести, Нерюнгринский район.